Более 100 миллионов рублей на счетах госучреждений остались неиспользованными, а значит, не выполнен план реализации проектов. В числе отстающих Минздрав республики не потрачено около 30 миллионов рублей. Минтруд не использовал 1 600 000. Но больше всего осталось у Минстроя – 1 600 000 000 рублей. Ситуация в строительстве затронула сразу несколько важных социально значимых объектов, которые так и не введены в эксплуатацию. Это и многоквартирные дома для переселенцев, и школы, и амбулатории. В Карткировском районе контрольно-счетная палата увидела неэффективное расходование средств. Одному из жителей, который, соответственно, стоял в очереди на переселение, было предоставлено жилье не в поселке Подток, а в Сыктывкаре. По законодательству действительно это возможно, когда обе стороны согласны, но при расчете стоимости квадратного метра были ряд ограничений. В другом случае специалисты указали на нецелевое расходование почти 4 миллионов рублей. А в оплате домов, не поставленных в муниципальную собственность, рассмотрели безосновательные траты 88 миллионов. За каждый факт лично отчитался руководитель администрации Карткировского района. Мы вносили изменения в контракты, и эта практика была ежегодная. И сразу квартиры, минуя вот эту цепочку оформления на застройщика, оформляли на себя, чтобы исполнить целевой показатель и не подвести республику по состоянию на 31 декабря. А в этом году там были некие изменения в законодательстве, и Росреестр перестал эту практику дальше продолжать, потребовал вот этой всей длинной процедуры. И она у нас ушла на весь этот первый квартал. Всего в прошлом году в Коми реализовывали 42 региональных проекта. Из них по 34 предусматривалось финансовое обеспечение, в том числе и федеральное. Теперь неиспользованные деньги могут повлиять на дальнейшее финансирование. Несколько районов, Карткировский, Сыктывдинский и Тульско-Печорский район, не успевают закончить программу переселения в сроки. У нас в июле заканчивается этап переселения, и со следующего года начинается новый. Пока эти три района не закончат программу, мы на всю республику не можем получить дальнейшее финансирование федеральное на следующую программу. По словам депутатов, зачастую заказчики ставят нереалистичные сроки сдачи объектов, что и приводит к отставанию. Вопросы есть и к подрядчикам. По итогам проверки контрольно-счетная палата направила в адрес администрации Карткировского района представление для устранения нарушений. Также был разработан ряд предложений. Среди них установление величины предельной плановой стоимости 1 квадратного метра жилья на территории республики и проведение досудебной работы по исполнению контрактов на покупку квартир в строящихся домах, заключенных администрацией, срок исполнения которых истек. Екатерина Розина, Олег Костромин, телеканал Юрга.